Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Таджикские депутаты отныне будут приносить личную клятву верности лидеру нации. Парламент принял закон о присяге, текст который написал сам лидер Эмомали Рахмон. Народные избранники приступили к заучиванию клятвы наизусть. Когда вы клянетесь президенту Республики Таджикистан, приносите ему присягу, вы становитесь ответственны за все свои решения и дела. Угроза распада единой Европы. Англия голосует на референдуме за выход из Европейского Союза. Если это произойдет, ее примеру могут последовать другие страны, например, Италия. Мы хотим вернуть контроль в свои руки. Невероятно быстрая карьера казахстанского чиновника. За один день он, не участвуя в выборах, стал депутатом парламента и сразу же был избран его спикером по предложению президента Назарбаева. Население пока не в курсе. Что сказать? Я не очень в курсе. Российское правительство тоже решило заняться телепортацией. К 2035 году министры хотят научиться мгновенно отправлять что, кого и куда угодно, как в фантастических фильмах. Для начала в ближайшие 2 года на телепортацию потратят 10 миллиардов. Правители, правящие элиты существенно опережают самые смелые фантазии людей, которые профессионально фантастикой кормят. Парламент Таджикистана принял закон о личной клятве депутатов на верность лидеру нации. Текст присяги сочинил сам президент республики Эмомали Рахмон. За нарушение клятвы предусмотрено строгое наказание. Сообщается, что каждый раз место и время принесения присяги будет назначать по своему выбору таджикский президент. С сегодняшнего дня депутаты приступили к заучиванию текста клятвы наизусть. У нас на связи наш корреспондент Душанбе Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Что конкретно сказано в клятве и какое наказание ждет ее нарушителей? Здравствуйте, Динара. Члены таджикского правительства, министры, перед тем, как приступить к своим обязанностям, будут обязаны присягать на верность президенту страны, а депутаты будут приносить клятву верной службе народу. Проект присяги предложен самим Эмомали Рахмоном и принят сегодня единогласным решением Нижней палаты парламента. Копия клятвы попала к радио Зоди, и ее текст звучит так. Клянусь при осуществлении своих полномочий неукоснительно соблюдать Конституцию, законы Республики Таджикистан, указы президента Республики Таджикистан, следовать принципам справедливости и законности, честно служить в целях дальнейшего повышения имиджа страны на международной арене. Независимые эксперты считают, что подобную клятву должно приносить не руководителю государства, как делается только при монархической форме правления, а правительству страны. К тому же в условиях Таджикистана она является формальностью, говорят они. Если учесть, что у нас в действительности отсутствует реальная политическая конкуренция, коррупция, местничество и другие негативные явления стали условием формирования правительства, и оно фактически неподотчетно и непрозрачно, не думаю, что такого рода нововведения могут положительно влиять на повышение эффективности работы правительства Таджикистана. Известно, что ключевые должности в правительстве страны, как силовые, так и финансово-экономический блок, относятся к президенту и его окружению, то есть семейный, клановый характер правительства Таджикистана очевидно, а парламент сам фактически однопартийный, и те пару партий, которые представлены в парламенте, не отражают реальную расстановку сил и не являются результатами свободных и честных демократических выборов. Поэтому, как правило, в других странах правительство принесет присягу перед парламентом, поскольку он подотчетен парламенту, и парламент имеет некие свои специфические полномочия. Депутаты же считают, что эта клятва поможет повышению ответственности членов правительства и улучшению их деятельности. А к нарушителям можно будет применить более жесткие меры наказания, чем прежде. Клятва повышает уровень ответственности каждого отдельно взятого человека. Издревле клятву и присягу приносили шахам, падишахам, народу, государству. Когда вы клянетесь президенту Республики Таджикистан, приносите ему присягу, вы становитесь ответственны за все свои решения и дела. И те обязанности, которые вы сегодня исполняете, будете выполнять в разы лучше.
В проекте конституционного закона также отмечается, что время и место принесения присяги будет назначать непосредственно президент страны. Закон вступит в силу после подписания главой государства и публикации в официальных печатных изданиях, что случится, скорее всего, в июле этого года. Динара. Спасибо, Анушерва. В Казахстане бывший глава администрации президента, чиновник Нурлан Нигматуллин за одни сутки совершил головокружительный карьерный прыжок. После того, как президент Нурсултан Назарбаев освободил его от должности руководителя своей администрации, Нигматуллин буквально в течение нескольких часов стал депутатом парламента Казахстана, причем не участвуя в выборах, а на следующий день спикером Нижней палаты Мажилиса. Его кандидатуру предложил лично президент, а депутаты мгновенно ее поддержали. Должностной взлет Нигматуллина не единственное назначение, сделанное Назарбаевым в этот день. Также неожиданно место руководителя администрации президента занял бывший теперь уже мэр Астаны Адильбек Джаксыбеков, а на его место градоначальника столицы назначен министр по инвестициям и развитию. Все назначенные уже занимали самые высокие посты. Политологи говорят о политическом круговороте одних и тех же людей, близких к Назарбаеву. Как и на что может повлиять очередная перетасовка кадровой колоды казахстанского президента? Об этом мы спросили у оппозиционного политика Амиржана Косанова. Кланы, которые поддерживают Джаксыбекова и Нигматуллина, они одержали временную победу. Почему я говорю временную? Потому что, к сожалению, у нас есть и другие кланы, которые могут теперь усилить антиджаксыбековскую или антинигматуллинскую свою борьбу. Возможно, какие-то новая волна компроматов будет выплескиваться на страницах аффилированных СМИ. Возможно, будет больше критики в их адрес со стороны противоборствующих кланов. А вот как на новые назначения отреагировали граждане республики. Я считаю, что человек во власти, его должны знать люди и доверять ему. А если человека не знают, то, соответственно, нет доверия. Трудно что сказать. Я не очень в курсе. Все эти перестановки, которые производятся там в администрации и в акиматах, все это работало на благо народа. Понятия не имею, честно. Политикой не увлекаюсь. Я прочитала, конечно, сегодня там и ротацию и акима Астаны. Не знаю, может, что-то у них, что-то они знают больше, чем мы, поэтому это делают. Может, мы не сильно информированы, поэтому не знаю, честно говоря. Ну, настораживает. Президент, значит, Ельбасы знает, что делать. Не надо вмешиваться. Он знает, мы верим им. Министр здравоохранения Казахстана Тамара Дусенова усыпила несколько сотен врачей. Это произошло буквально во время ее выступления перед медработниками в городе Актобе. Врачей, пришедших на встречу с министром, убаюкала ее бесконечная речь о достижениях казахстанской медицины. И почти весь зал уснул крепким сном. За исключением местных медицинских начальников, которые сидели на виду у Дусеновой, сообщает портал Ротель Кизе. Но на этом история не закончилась. А на достаточной коек в кардиологическом отделении эта больница может выиграть. Когда министр увидела это видео, она удивилась и разозлилась, поскольку ей казалось, что все пришедшие на встречу с ней медработники активно участвовали в обсуждении важных вопросов. Тамара Дусенова дала поручение внимательно изучить это видео и разобраться, цитата, в чем дело и какие были проблемы. Также министр пообещала, что врачей, которые пришли на встречу после ночных дежурств, наказаны не будут. Журналисты Кыргызстана выступили с резкой критикой нового законопроекта о СМИ, который должен рассмотреть парламент республики в конце этой недели. Журналисты обратились к властям страны не принимать этот закон, так как он напрямую угрожает свободе слова в Кыргызстане. Поправки в закон о СМИ направлены против тех медиа, которые финансируются из-за рубежа. Новый закон, как отмечали эксперты, это полная калька с аналогичного российского закона, после принятия которого почти все независимые издания и редакции попали под полный контроль государства, либо вообще прекратили свое существование. Смотрите на нелогичное поведение и объяснение инициаторов законопроекта, абсолютно такие, знаете, которые не вызывают доверия, слабые, беззубые такие. Вот. И последняя версия, которую мы от них услышали, что закон направлен только
против телевидения. Если они нас хотели этим испугать, успокоить, они, конечно, это не добились, потому что в данном случае мы все должны выступать друг за друга, мы все журналисты. Далее в программе. Угроза распада единой Европы. Англия голосует на референдуме за выход из Европейского Союза. Если это произойдет, ее примеру могут последовать другие страны, например, Италия. Мы хотим вернуть контроль в свои руки. Российское правительство решило заняться телепортацией. К 2035 году министры хотят научиться мгновенно отправлять что, кого и куда угодно, как в фантастических фильмах. Для начала в ближайшие 2 года на телепортацию потратят 10 миллиардов. Представители правящей элиты существенно опережают самые смелые фантазии людей, которые профессионально фантастикой кормят. Великобритания голосует на референдуме за выход из Европейского Союза. Многие политики высказывают опасения, что если это все-таки произойдет, это будет началом конца объединенной Европы, поскольку в других крупных европейских странах также сильно недовольство ЕС и готовятся подобные референдумы. В частности, в Италии, где почти половина населения выступает за выход страны из Евросоюза. Накануне голосования в Великобритании прошли последние дебаты между противниками и сторонниками отдельного пути Британского королевства. Подробности в репортаже Рейтер. Ожесточенные дебаты сторонников и противников выхода Соединенного Королевства из Евросоюза прошли во вторник вечером в эфире британского телевидения. Референдум по этому вопросу назначен на четверг. Лагерь сторонников Брексита возглавляет бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Его главным оппонентом в споре о последствиях выхода из ЕС и в первую очередь о сохранении рабочих мест стала лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон. Борис Джонсон, отвечая на вопрос, потеряют ли люди работу, говорит, может да, а может нет. Это не очень-то хороший ответ. Джонсон в ответ обвинил оппонентов в запугивании людей во время дебатов, поскольку ничего позитивного, по его мнению, они предложить не могут. Все наши торговые отношения подчинены Еврокомиссии, где только 3,6% чиновников из нашей страны. Так что неудивительно, что они не могут добиться заключения свободных торговых сделок с Китаем, Индией, со всеми крупнейшими экономиками, включая Америку. Бывшему столичному мэру возразил действующий. Вступивший в должность в минувшем мае политик-лейборист пакистанского происхождения Садик Хан. Борис, вы лжете и пугаете людей. На деньги избирателей вы опубликовали листовку, в которой говорится: Турция готова присоединиться. И вот карта. Турция красная, а рядом подписаны только 2 страны — Сирия и Ирак. Это нагнетение страха, Борис, и вам должно быть стыдно. Противники Брексита обвинили лагерь Бориса Джонсона в получении пожертвования от бывшего члена праворадикальной британской националистической партии. Отвечать прямо на вопрос, давали ли сторонники выхода из ЕС обещания сократить число мигрантов, ни Джонсон, ни кто-либо из его коллег не стал. Ожидается, что выразить свое мнение в четверг придут до 46 миллионов избирателей. Такая явка может стать рекордной для Соединенного Королевства. Данные соцопросов даже за считанные часы до начала голосования не могут позволить предугадать результат. Между тем, стремление отделиться от Евросоюза высказывают жители тех регионов Великобритании, где еще совсем недавно желание остаться в ЕС было почти 100%. На рыбном рынке в Питерхеде идет аукцион. Этот городок на северо-востоке Шотландии живет рыбным промыслом. Главный потребитель – континентальная Европа, но эти рыбаки все равно будут голосовать за выход Британии из Европейского Союза. Если нам гарантируют контроль над нашими водами, все местные рыболовы проголосуют за выход из ЕС. Рыбная ловля – рискованный бизнес. На протяжении десятилетий отрасль страдала от избыточного вылова. Чтобы преодолеть кризис, в Евросоюзе приняли единую рыболовную политику, которая устанавливает квоту на добычу каждого вида рыбы для всех стран-участниц. Причем работать в богатых рыбой шотландских водах может траулер любого члена Евросоюза. 70% европейской квоты вылавливают в наших водах, из которых наши только 14. Чем не причина выйти? Благодаря европейскому регулированию положение на рыбном рынке стабилизировалось, и квоты на добычу растут. Однако шкипер Питер Брюс будет голосовать 23 июня за выход из Евросоюза.
После того, как мы вступили в ЕС и начали выполнять единую рыболовную политику, британский рыболовный флот резко сократился. Существенно упало число рыболовных хозяйств и количество занятых в них людей. Мы хотим вернуть контроль в свои руки. Сейчас трудно предсказать, с какими торговыми препятствиями столкнется Британия, если она решит выйти из Евросоюза. Неизвестно, как будут реагировать на торговые конфликты в правительстве и парламенте. Есть опасения, что нашим парламентариям нет дела до рыбаков. Мы это понимаем, но готовы рисковать. Согласно соцопросам, более половины шотландцев против выхода из Евросоюза, но в этом регионе большинство за евроскептиками. Я поддерживаю выход. Почему? Мне кажется, так будет лучше для нашей экономики. Просто таковы обстоятельства. Мне кажется, мы должны остаться. Остаться? Почему? Нам это нужно. Без ЕС станет невозможно торговать. Слишком много минусов в случае выхода. Честно говоря, я не так умен, чтобы иметь определенное мнение по этому поводу. Но я скорее за выход. Почему? Просто потому, что это наша независимость. Я двумя руками за выход. Пусть даже мы потеряем на этом какие-то деньги. Мне по барабану. Соцопросы по всей стране показывают, что голосов «за» и «против» примерно поровну. Однако в отдельно взятом Питерхеде в результате сомневаться не приходится. Госдума России 6-го созыва заканчивает свою работу. Осенью на место нынешних депутатов придут вновь избранные. В первую очередь нынешний состав российского парламента запомнился аннексией Крыма в 2014 году, когда депутаты в считанные минуты одобряли любые действия Владимира Путина и российских военных по захвату полуострова. Также Дума 6-го созыва приняла ряд скандальных законов, в результате которых оппозиционная деятельность в России была приравнена к совершению преступления. Поздравить депутатов и подвести итоги за 5 лет их плодотворной работы в Госдуму пришел президент России Владимир Путин. Коллеги, хотел бы особо отметить ваш большой вклад в развитие политической системы. Был принят целый ряд законов, способствующих укреплению ее демократических основ, повышению прозрачности и эффективности, установлению более высоких стандартов политической конкуренции. Считаю поистине историческим итогом работы вашего созыва правовую интеграцию Крыма и Севастополя, которой предшествовала ваша искренняя, сердечная, моральная поддержка жителей полуострова накануне референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Российское правительство готовится к телепортации. Под такими заголовками вышло большинство российских газет. Как сообщает «Коммерсант», межведомственная группа правительства начала обсуждение национальной технологической инициативы, среди приоритетов которой было обозначено отдельным пунктом «собственная телепортация». Термин до последнего времени известный в основном по фантастическим романам и фильмам. Писатели-фантасты также живо откликнулись на сообщение о возможной реализации мгновенной транспортировки кого, чего и куда угодно. В фантастике это мгновенный перенос предметов или живых существ на неограниченное расстояние. Так это называется телепортация или нуль-транспортировка, там у Стругацких, по-моему. Кира Булычева тоже на эту тему есть, разумеется. Пока человечество, если человечество приблизится к возможности фактической телепортации предметов, здесь, мне кажется, речь будет идти не о десятилетиях даже, а о столетиях. Сейчас речь идет не о научной фантастике, которая владела умами членов правительства, а буйной фантазии, скорее. То есть, с другой стороны, в практике последнего времени мы часто видим, как по части фантастических сценариев представители правящей элиты существенно опережают самые смелые фантазии людей, которые профессионально фантастикой кормятся. После сенсационных сообщений в российском интернете началась настоящая буря. Миллионы человек опубликовали издевательские комментарии о научно-фантастических планах правительства. Вы видите некоторые из них. Сами министры стали оправдываться и говорить, что речь не идет о телепортации людей, а всего лишь о квантовой телепортации некой засекреченной информации, которая только в ближайшие 2 года обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей. Но правительству не верят ни сторонники фантастической версии, нереалисты, многие из которых считают, что речь идет об очередном освоении государственных денег.
Кыргызстанский художник Алексей Скриплев у себя на дому создал уникальный музей великой пустоты. Согласно его представлению о жизни, великая пустота – первооснова мира. В творчестве он отразил свою философию жизни. Об этой философии художник неоднократно беседовал с великим кыргызским писателем Чингизом Айтматовым, который был его другом и натолкнул его на мысль о создании этого музея. Рассказывает Шавкат Тургаев. Дом-музей великой пустоты Алексея Скриплева – это сотни уникальных картин и необычных инсталляций. Каждая его работа – отражение действительности, отношения между мужчиной и женщиной, человека к природе. Все в этом мире и есть великая пустота. И материя, и тонкий мир, они из ничего построены, то есть из великой пустоты. Без великой пустоты вообще-то и Творец бы не смог сотворить что-то. Согласно философии художника, мир, в котором мы живем, суперсовершенный. С пороками бороться нет необходимости, поскольку добро и зло создают гармонию жизни. Науку его учение признает благом. В его картинах уживается девственная природа и современные технологии. Только осознав, если каждый, особенно молодые люди, начнут осознавать, что такое великая пустота, начнут думать, они из нее родят такие технологии мышления, мало не покажется, понимаете? Это технологии жизни будут. Юмористический подтекст в его работах тоже присутствует. Эта работа своеобразная карикатура на отношение человека к религии. Это икона, да, технократический мир, да и биологические животные. Это я икону сделал нашего 21 века. Из крышки унитаза. Да, мы же молимся сейчас уже через задницу, получается, понимаете? Мы ж сами придумали халал и каширное, понимаете? То есть мы раньше строили храмы, а возле храма базары. Нет, мы, в общем-то, не храм построили, а рынок построили, базар. А эту пирамиду Алексей построил своими руками. Внутри нее вода, обладающая, по словам художника, мощной энергией. Посетителям он предлагает в нее окунуться, чтобы осознать свою важность в этом мире. Если ты родился, значит ты нужен. А здесь, пока ты проныриваешь, 11 секунд достаточно, чтобы твои внутренние миры, вселенные осознали, что ты в любви и свободе посылаешь им. Сигнал какой-то, да? Да, конечно. В музее великой пустоты пустое место найти трудно. Когда художник хочет передохнуть, он берет в руки буддийскую чашу и извлекает из нее звуки, освобождая мысли от негатива. Очень необычное ощущение на самом деле. По сути, из ничего получается звук. Большое такое звучание. Да. Раньше в гости к художнику захаживал известный кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Говорили о жизни, о природе, и даже сегодня, говорит Алексей, между ними существует связь. Я писал композиции с любовью и относился к нему с любовью. И он это видел. И он говорил, что с любовью видит. Когда он сейчас в тонком плане находится, я рад, наверное, повторить это, и что он слышит это. Посетителей в свой храм художник пускает по воскресеньям. В этот день он не работает, а показывает гостям созданный им мир вечной пустоты. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.